Пандемия COVID-19 и ответные меры государств на нее оказывают беспрецедентное воздействие на функционирование систем правосудия во всем мире. Суды и другие критически важные государственные службы, например, кризисные центры для жертв бытового насилия, закрылись, сократили или скорректировали свои операции. Это негативно сказалось на доступе к правосудию и правовой помощи, особенно для уязвимых групп населения – женщин и детей, подвергающихся риску насилия, людей с инвалидностью, не имеющих документов мигрантов, бездомных, беженцев. При этом необходимость обращения за помощью к юристам возросла в разы. На этом фоне ПРООН были приняты срочные меры по улучшению доступа к юридическим услугам и правовой информации с тем, чтобы дать людям возможность разрешать свои споры, добиваться возмещения ущерба в связи с нарушениями прав или бороться с дискриминацией. В партнерстве с Министерством юстиции и Министерством по чрезвычайным ситуациям в работу горячей линии 112 были внедрены юристы для оказания правовой помощи населению. На май месяц всего звонков поступило 205. Очень много вопросов было связано с введением чрезвычайного положения. Вторую строчку по количеству обратившихся у нас занимают это трудовые вопросы. Вы знаете, да, что в период пандемии очень многие организации, предприятия перестали работать, и людей очень волновал вопрос, связанный с увольнением, с выплатой заработной платы. И на третьей строчке семейные вопросы. Мы выявили, что большое количество обратившихся – это женщин. Большое количество мужчин у нас в настоящее время находится за границей, в трудовой миграции. И все, так скажем, домашние заботы, многие вопросы легли на плечи женщины, и поэтому именно женщины звонят на нашу горячую линию. Наиболее часто граждане интересовались вопросами, связанными с трудовым законодательством в части выплат компенсаций, займами и залогами, вопросами семейного права, уголовным правом и домашним насилием. Здравствуйте, горячая линия 112, юридическая служба, меня зовут Андрей. В связи с эпидемиологической ситуацией юристам приходилось работать из дома. Всего на горячей линии 112 помощь оказывали 6 специалистов на кыргызском, русском и английском языках. Однако порой консультаций было недостаточно. Сотрудники горячей линии перенаправляли обратившихся согласно нуждам. Например, когда была необходима помощь в ведении уголовных дел, перенаправляли в Центр координации гарантированной государством юридической помощи. Юристы ГГЮП, помимо адвокатской помощи, также оказывали гражданам дистанционные консультации по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. В течение 2-3 месяцев в рамках первичной юридической помощи было оказано свыше 300 правовых консультаций. И что касательно вторичной юридической помощи, наши адвокаты оказывали помощь гражданам в рамках уголовных дел, это при задержании на стадии следствия. И в этом отношении мы также оказали соответствующую квалифицированную юридическую помощь порядка свыше 700 граждан. Одной из проблем, связанных со вспышкой COVID, стало то, что соседние страны тоже ввели карантин, и это ограничило передвижение людей, живущих в приграничных районах. У многих из них проблемы с личными документами, из-за чего они не могут вернуться домой. В этой связи ПРООН оказывает помощь лицам, проживающим в приграничных районах, посредством юристов из числа местного населения. 16-летняя Халима – гражданка Узбекистана, как и ее папа. Во время введения ЧП девочка находилась на территории нашей страны и столкнулась с тем, что не могла уехать домой в Узбекистан. У нее к моменту введения карантинных ограничений был просрочен паспорт. Решить ситуацию могли только транзитные документы. Но как их получить, если консульство в Бишкеке, а между областями передвижение ограничено? В отчаянии мама обратилась к юристу. Men Qirg'iziston fuqarosiman. Farzandlarim O'zbekiston fuqarosi edi. 13 aprel kuni oxirgi srok edi. 12 aprel kuni chiqib ketish kerak edi. Qizimning pasportini srogi tugab qolganligi uchun do'stlik chegarasidan qaytarishibdi. Hokimiyatga keldim. Shu yerda menga Iqbol opa degan ayol yordam berishini aytdi. Va shu yerda menga yordam berdi. Iqbol opa farzandimni chiqarib yuborish uchun Bishkekka pochta orqali pasportlarni qizimni 10 iyun kuni O'zbekistonga o'tkazib yubordim.
Тех, кто, как и Халима, остался в чужой стране во время режима ЧП, в Кыргызстане сотни. Но это не единственная проблема в части правосудия, связанная с COVID-19. Режим ЧП повлек за собой социально-экономические трудности. Многие потеряли работу, остались без средств к существованию. На этом фоне возросло психологическое напряжение, участились случаи домашнего насилия. Мы смогли в другие безопасные места, то есть к родственникам, к знакомым, перевести тех женщин, которые были на тот момент в нашем убежище. Остальные, у которых очень критическая ситуация, конечно, мы их оставили, потому что женщины были еще и с детьми. И такая ситуация была, что женщинам просто некуда было идти. С 26 марта наши кризисные центры запустили сеть оказания психологической помощи всему населению. Кризисные центры перевели часть сотрудников на дистанционную работу и дополнительно взяли на себя функцию горячей линии, оказывая гуманитарную помощь и психологическую поддержку. Для расширения доступа к правосудию в Кыргызской республике Министерство юстиции совместно с ПРООН реализует ряд мероприятий. В частности, с 2015 года открыты 13 центров бесплатной юридической помощи, куда население обращается по различным правовым вопросам. Всего в данный момент действуют 27 подобных центров по всей республике, и количество обращающихся растет из года в год. Также с 2016 года был запущен автобус солидарности для предоставления юридической помощи наиболее уязвимым слоям населения отдаленных регионов. На днях ПРООН для устойчивости данной инициативы и более широкого доступа населения к правовым услугам при поддержке Фонда миростроительства и МИД Финляндии передала Министерству юстиции 2 новых автобуса. Кроме того, юристы и координаторы ЦК ГГЮБ намерены продолжать дистанционную работу для обеспечения большего количества людей юридической помощью.